Всем привет! Давайте поговорим о том, как будут разыгрываться титулы на нашем чемпионате. Итак, самый простой вариант, если в классе заявлено два участника. Первенство разыгрывается по системе Best of 3, то есть до двух побед. Я думаю, вы в положении можете увидеть все. Собаки бегут два забега. Если победил один из участников два раза, то он и становится победителем. Если по одному, то победитель определяется в третьем забеге. Победитель третьего забега в таком случае становится победителем личного первенства. Более интересная система розыгрыша титула с тремя участниками. Итак, в случае, если в классе заявлено три участника. Участники финала определяются по круговой системе, при которой каждый участник турнира бежит с каждым. Победитель забега получает 1 очко, проигравший 0. В финал выходят две собаки, набравшие максимальное количество баллов. Победитель финального забега становится победителем личного первенства, вне зависимости от количества баллов, полученных на групповом этапе. Давайте рассмотрим такую ситуацию. Вот у нас здесь есть таблица с круговой системой. Сразу давайте условимся, что вместо кличек собаки я присвою цвета для каждой из собак. Итак, собака номер 1 будет красный цвет иметь, собака номер 2 будет иметь синий цвет, собака номер 3 будет иметь зеленый цвет. Эти собаки бегут между собой. Вот здесь, вот в этих квадратиках, собственно, можно посмотреть, кто как с кем бежит. Сразу давайте, условно скажем, что красный победил и синего, и зеленого. То есть вот здесь вот так можно это нарисовать. А синий, например, победил зеленого. То есть вот так. Таким образом получается, что у красного 2 победы, 2 очка. У синего одна победа, 1 очко. У зеленого 0 очков. Таким образом, между собой побегут красный и синий, и победитель этого забега будет победителем личного первенства. Вот таким образом будет проходить турнир для 3 собак. Но наиболее интересен для нас с вами турнир, когда количество собак будет 4 и более. Для этого мы будем использовать систему с двойным выбыванием после 2 поражений. Или по-английски Double Elimination. Давайте посмотрим, что это за система. Первым частным случаем является такая система, когда участников 4. Итак, смотрите. Красная собака, синяя собака. Это я, кстати, хочу сказать на всякий случай, что это не цвета попон, это именно у нас замена кличек. Итак, вот так выглядит изначально турнир. Происходит жеребьевка, собаки разбиваются на пары, бегут из боксов, как вы знаете. Первая пришедшая собака является победителем забега. Таким образом, во второй тур верхней сетки, это сетка победителей, выходит красная собака, для примера, и зеленая собака. Синяя собака, проигравшая красный, выходит в нижнюю сетку, или сетку проигравших, и туда же попадает желтая собака. Обратите внимание, что тот, кто получит поражение вот в этом круге, например, здесь выиграла красная, попадает вот сюда, в нижнюю турнирную таблицу. Тот, кто получит поражение вот в этом блоке, уже вылетает навсегда. Например, это будет желтый пес. Обратите внимание, что туры проходятся одновременно вот по такой схеме. Вот это второй тур, третий тур. И он же забег за 3 место. Проигравший этот тур, последний тур в нижней сетке, последний забег в нижней сетке, получает 3 место. Победивший проходит в финал, где он встречается с собакой, которая прошла по сетке винеров. В данном случае с красной собакой. И вот победитель у нас, например, красный. Вот таким образом строится турнир, когда 4 участника. Обратите внимание, что 75% участников, то есть в данном случае 3 участника, бегут как минимум 3 забега, и каждый из них выигрывает как минимум 1 забег. Это то, что отличает наш чемпионат от многих других. У нас очень большое количество победителей по ходу турнира. И так как объявляются результаты сразу, можно сразу порадоваться за свою собаку, которая проходит в следующий круг. Это, я считаю, неоспоримое преимущество нашего чемпионата как для болельщиков, так и для владельцев. Теперь давайте рассмотрим более сложную ситуацию, когда собак в забеге будет более 4. Например, рассмотрим ситуацию, когда собак
в турнире в классе записано 8. Тогда турнирная таблица будет выглядеть вот так. Сейчас я уменьшу масштаб, чтобы вы могли оценить полностью турнирную таблицу. Вот так она будет выглядеть. В целом все происходит точно так же. Давайте для примера возьмем блок красная, зеленая собака, синяя, желтая, оранжевая, я не знаю, что там, сиреневый, фиолетовый и салатовый. Вот, к примеру. Вот, то есть, точно так же победители забегов остаются в верхней сетке. Так, и фиолетовый. Проигравшие попадают в нижнюю сетку. После того, как они попали в нижнюю сетку, ну, например, вот зеленый и вот этот сиреневый. После того, как они попали в нижнюю сетку, у них уже нет возможности продолжить турнир после поражения. То есть дальше проходят только победившие. Вот таким образом. Проигравшие в этом забеге, например, это будет фиолетовый, попадают точно так же, как было до этого, вот сюда. То есть получают второй шанс. Точно так же последний забег, вот этот вот забег, последний забег в сетке проигравших, это, или нижней сетки, это забег за третье место. Проигравший его получает третье место. Победитель выходит в финал, чтобы сразиться за первое место. Таким образом строится турнир, когда у нас 8 собак. Спросите, если у нас не набралось 8 собак, какие принципы у нас будут при проведении турнира? Давайте еще рассмотрим один вариант. Предположим, что у нас не набралось 8 собак. Я сейчас быстренько раскидаю. Красный, зеленый там, это не суть важно. Вот, фиолетовый. Мы их даже не будем особо рассматривать. Голубой, желтый и так. И вот здесь как раз я сделал небольшую ошибку. У нас последней собаки нет. И в таком случае будет разыгран просто одиночный забег. То есть одна из собак по жеребьевке, вот в данном случае желтая, получит возможность бежать одна. Но для того, и, соответственно, сразу напрямую пройти дальше, если она финиширует. Но для того, чтобы уравнять шансы всех, желтая собака все равно будет бежать, хоть и одна. Вот. И если будет там другое число, 6, там 5 участников, это, возможно, немного иначе будут добавляться одиночные забеги, но в целом ситуация обязательно выправится, и турнир будет проведен по той схеме, которая была представлена выше. Надеюсь, все понятно с этой схемой проведения турнира. Если какие-то остаются вопросы, спрашивайте. Всем спасибо за внимание, ждем вас на турнире, всем пока.